Но еще раз говорю, что я очень так призадумался. Вы знаете, я почему-то этот аромат недооценивал. Фри. Я про фри картошку подумал. 4 против 3. Я считаю, это хорошая позиция. Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет продолжение. Сегодня я вам расскажу про мои фавориты мужские ароматы. Это те ароматы, которые мне нравятся на сегодняшний день. Это не значит, что я ими пользуюсь, но это мои фавориты среди эйвонских мужских ароматов. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. Всем приятного просмотра. Сегодня у нас с вами должен был выйти очередной обзор, где я рассказываю вам про все ароматы компании Avon. Немножечко у нас график сбился, поэтому сегодня я вам покажу свои фавориты. Ну, тоже такой парфюмерный выпуск, почему бы и нет. Ну, а завтра вроде бы как идет пока без сбоя, пятница. Для нас это Великая Пятница. Пятница — это кулинарный влог. Поэтому давайте приступим к обзору. Еще раз хочу сказать тем, кто, может быть, впервые смотрит. У меня есть видео, где я просто рассказываю про ароматы, что нравится, что не нравится. То в этом видео я конкретно рассказываю про мои фавориты. То есть мои мужские фавориты. Что, возможно, я бы попробовал или уже пробую. Но это не значит, что всеми этими ароматами я пользуюсь. И начну я обзор с именно аромата, которым я пользуюсь уже не первый год. Это моя любовь. Он так и называется. Моя любовь. Аромат Avon Love. Это аромат от Кинзо Такада, от великого маэстро. Аромат этот сейчас в каталоге бывает редко. Я так подозреваю, что, возможно, этот аромат вообще уже попал в историю компании Avon и больше производиться не будет. Друзья, аромат шикарный. Я им пользуюсь уже, смело, наверное, скажу, года 4, если не 5. Он у меня постоянно есть. У меня еще в запасе есть один флакончик. Срок годности еще пока позволяет его держать. Вот. Аромат, он, знаете, он клевый. Он очень нежный такой, свеженький аромат. Он нравится вот всем моему окружению. Шлейф оставляет классный. Он, естественно, качественный. Он очень стойкий. Он держится очень долго. Он ненавязчивый. Он легкий аромат. Я им пользуюсь в любое время года, в любое настроение. Меня он устраивает. Поэтому я могу посоветовать, кто вот не знает, попробуйте вот этот аромат. Потому что аромат действительно... аромат классный. Вот. Следующий аромат, который я взял себе на вооружение буквально недавно, как только он появился. Появился он в прошлом году. Это аромат Attraction One. Вот такой вот аромат. Он у нас в компании аромат Unisex. То есть этот аромат идеально подходит как мужчинам, так и женщинам. Он у меня уже был в фаворитах женских ароматов, потому что я его рекомендую и как женщинам, и так и мужчинам. Но среди моих мужчин-клиентов он не зашел. Здесь у меня пробничек лежит. Вот этот аромат, это мой личный аромат. А это у меня аромат на продаже. Вот, я не знаю, вот он чем-то, знаете, он, этот более нежнее, этот все-таки, хоть он и фреш, хоть он вроде бы и свеженький, но он все равно он послаще. У этой линейки, именно вот Attraction One, есть еще черная версия, она совсем сладенькая, вот это вот, давайте вот так вот будет красивее, да, вот, поэтому вот это вот те ароматы, которыми я пользуюсь. Они, естественно, будут моими фаворитами. Вот, у меня их сейчас 2 аромата, и они мои любимые. Едем дальше, двигаемся дальше. Следующий аромат, который я, знаете, порываюсь уже сколько раз его попробовать, то есть оставить его для себя, но у меня никак не доходят ни руки, ни ноги, ничего не доходит. Individual Blue Fresh. Вы уже, наверное, видели, да, у меня выходил обзор этой линейки, я рассказывал про все ароматы, я говорил свое мнение, и мое мнение, оно неоднозначно. Этот аромат мне нравится, он у меня в фаворитах уже не первый год, я его тоже обожаю. Он нежный, он тоже свеженький,
тоже с приставкой free, как и one free. Я про фри картошку подумал сейчас. Давно не жарил. Так, ну что, вот такой вот замечательный аромат. В линеечке их сейчас 4 аромата, но вот почему-то вот этот больше всего мне нравится. Возможно, да, возможно, я его хотел бы попробовать, но, блин, не знаю. Вы знаете, когда я готовился к этому видео, я для себя сделал открытие. Это аромат Elite Gentleman Viking. Викинг. Вот такой вот аромат. У меня еще не было обзора этой линеечки. Но еще раз говорю, что я очень так призадумался. Вы знаете, я почему-то этот аромат недооценивал. Почему-то я его недооценивал. Вот у него, знаете, он тоже свеженький. Он чуть-чуть, знаете, ну, порезче вот этих ароматов. Он чуть порезче, но точно не... Ну, по мне он точно не сладкий. Но, вы знаете, когда я его нанес себе на руку, на запястье, и он чуть-чуть выветрился, от него шлейф такой стоял интересный. Вот я честно говорю, что я прям захотел его себе оставить и попробовать. Вы знаете, я смотрел блогеров, коллег российских, ну, в основном это у нас девушки, да, у которых ароматов там по 50, наверное. Девчонки, как вы ими всеми пользуетесь? Вот у меня сейчас в арсенале 3 аромата. Это Attraction, это Avon Love. И я забыл вам еще один сказать, мой фаворит. Это Today, Tomorrow, Always. Конечно, вы же недавно видели, был обзор, где я показывал эту линейку, и я в нее влюбился. И сейчас я именно ей тоже пользуюсь. Пользуюсь всей линейкой, да, конечно. Пользуюсь именно вот этим ароматом. Мне он очень нравится. Он сладкий, хотя я сладкий не люблю. У него очень богатый, такой очень дорогой шлейф. Мне он безумно понравился. Естественно, я его не мог мимо него пройти, и его тоже отнес к своим фаворитам. Вот. Еще раз говорю, что начинал видео то, что, друзья, фавориты это те ароматы, которые нравятся мне, но не факт, что я ими пользуюсь, но пока у меня здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, и из них 4 аромата, 3 аромата, которыми я пользуюсь. Вот, ну что, двигаемся дальше. У меня есть еще фавориты. Как вы думаете? Ну, как вы думаете? Не знаю, знаете ли вы или не знаете, но это аромат Реал. Он у меня был фаворитом и в прошлом году, и он у меня сейчас остается. У меня сейчас в каталоге этого аромата, к сожалению, нету, но я где-то слышал в инстаграме, наш бьюти-эксперт, она сказала, что этот аромат не снят, он есть, он будет, ожидайте его в каталогах. Я его успел приобрести буквально, вот была распродажа то ли в феврале, то ли в январе, по-моему, в феврале она была распродажа. Я его приобрел в большом количестве, он у меня есть. Ой, ну, вы знаете, это тоже аромат клевый. Он тоже свежий. И он мне, знаете, чем-то напоминает... Нет, двигайся отсюда. Не ты. Да, вот что-то они похожи. Ну, здесь точно это не оно. Ну, не знаю. Но если, знаете, вот сейчас, что самое интересное, если бы я взял попробовать себе аромат, я бы, наверное, вот из этих вот... Ну, Блю я точно не буду брать. Сейчас чуть позже объясню. Но вот этот аромат я бы точно взял бы попробовать. Жалко, нету мини-версии. Но не хочу я себе набирать эти полные версии, потому что я не знаю, смогу ли я их все истратить до конца. Ну что, еще один аромат из Avon, который считается тоже моим фаворитом. Уже не первый год я им пользовался. Он у меня закончился. Вот буквально еще в этом году я делал обзор. То, что у меня... Какие ароматы у меня есть в наличии.
Я им пользовался, он у меня закончился. Если кто помнит видео, там была буквально капитушка. Это Black Sea Touch Lecher. Вот, аромат, ну тоже моя любовь. Я обещал, что я его обещал, что закажу. В итоге я его не заказал, потому что появился Today. Ну, я еще раз говорю, я не знаю, как можно в коллекции держать столько много ароматов. Потому что, ну, когда ими пользоваться? Ну, когда? Вот такой вот Black Sea Touch Lecher. Он, знаете, линейка Black Sea Touch у меня тоже будет в обзоре. Я обязательно с вами поделюсь, расскажу. Вот. Он, знаете, он мне чем-то напоминает все-таки больше вот Кинзо. Хотя, конечно, он рядом не стоит, абсолютно рядом не стоит. Потому что Кинзо намного богаче, дороже тоже запах. Ну, кстати, может быть. А здесь, по-моему, зеленое яблочко идет. Вот здесь я не помню, что. Ой, ну клевый аромат, правда. Мне он очень нравится. Друзья мои, ну вот, в принципе, и все. Я мог, конечно, продолжать рассказывать очень долго. Но я еще раз говорю, я стараюсь, как кто-то у меня спрашивал, честно ли я говорю или нет. Дорогие мои, я говорю честно, как есть. Ароматов, может быть, мне еще нравится 2-3 аромата, но я искренне хотел показать именно фавориты. То есть мои фавориты — это те ароматы, которые вот мне нравятся. Не значит, что я ими пользуюсь, но они мне нравятся. Итак, смотрите. А получается, сколько у меня тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ароматов. Я пользуюсь 1, 2, 3, 4. Ну, этого сейчас нету, да? 4 против 3. Я считаю, это хорошая позиция. Ну что, теперь скажу вам ценовая политика. Самый недорогой аромат — это Individual Blue. Он стоит 2300 тенге. Сейчас где-то так и колеблется его цена в последнее время. Он единственный аромат из здесь представленных, который идет 100 мл. Это бюджетная, такая экономичная линейка, я бы сказал. Вот, аромат этот действительно достойный, его очень хорошо берут, он недорогой, по качеству, конечно, он не уступает. Но он дешевле, поэтому у него все равно, как бы, ну, если сравнивать с Кинзо, то, естественно, этот аромат проигрывает. Но, тем не менее. Тем не менее, факт есть факт. Дальше у нас идут вот эти 3 аромата. У них цена сейчас, это в действующем каталоге, 4000 тенге. А так, где-то от 3 до 4000 тенге стоят вот эти ароматы. Вот эти 3 аромата. Ну и самые дорогие ароматы, которые сейчас представлены, это аромат Attraction One и аромат Avon Love от Kinzo Takada. Наверное, Avon Love, наверное, чуть-чуть все-таки дороже. Он где-то стоит 1000 с чем-то. Перешел на рубли. Наверное, стоит где-то 1200 рублей. Не знаю, но нет его сейчас в каталоге, сложно сказать. В общем, он 7000 тенге стоил в последнее время 7000 тенге. А вот Attraction One, он стоил... Я объем посмотрел. Он стоил сейчас 5200 тенге. Ну, то есть где-то вот почти на 2000 тенге он все-таки уступает. 50 миллилитров. Угу. Вот, он еще и по объему здесь самый маленький и один из самых дорогих. Вот, поэтому вот такая вот линейка. Я думаю, что если бы наша компания выпустила какой-то аромат, там, я не знаю, за 1015-20, я бы обязательно удивился в первую очередь, попробовал бы. Очень интересно. Ну что, друзья мои хорошие, вот такой вот у нас получился обзор моих фаворитов. Это мои фавориты, именно эйвонские ароматы. Жду ваших отзывов, жду ваших комментариев, согласны вы ли со мной, какой аромат вам нравится, какой аромат вам не нравится, какой аромат вы бы хотели теперь попробовать после того, как посмотрели мой отзыв. В общем, любая обратная связь с вами меня вдохновляет, потому что когда снимаешь обзор и нету комментариев, немножечко страшно становится. Просмотр есть, комментариев нет. Такое ощущение, как будто в одни ворота играешь. Поэтому давайте, забивайте гола в мои ворота тоже. На это у меня все. Хочу обратиться к тем, кто еще не подписан на мой канал. Обязательно подпишитесь.
Это совсем не сложно. Нажмите на колокольчик, он где-то вот здесь вверху, это чтобы получать уведомления, когда выходят мои видеоролики. Ну и напишите ваши отзывы, ваши комментарии, как я уже сказал. Мне будет очень приятно. Я отвечаю на все комментарии. На это у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Всех вот так вот крепко-крепко обнимаю. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.